Ни одной манижей народ богат. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете еще о прекрасных таджиках, прославивших наш народ. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Когда еще как не в светлый праздник вспоминать о таджиках, которые прославляют наш великий народ? Хоть в маленьком Таджикистане и нет мировых звезд, он может похвастаться талантливыми исполнителями, известными за пределами страны. Выбор певицы Манижи для выступления на крупном международном конкурсе Евровидения 2021 от России подогрел интерес к Таджикистану, откуда она родом. И хотя Таджикистан не часто удивляет зарубежного зрителя музыкальными самородками, в стране все же есть исполнители, кем можно по праву гордиться. Наргиз Бандишоева. Наргиз Бандишоева запомнилась поклонникам музыкальным шармом, особым, неповторимым стилем, красотой и ангельским голосом. Она могла совмещать восточную целомудренность и современный стиль, выбирала яркие аксессуары, носила пышное каре и была ни на кого не похожей. В конце 1980-х ее знали и любили не только в Таджикистане, но и в других советских республиках. Так, в Кыргызстане она выиграла титул «Мисс 89» в конкурсе эстрадной песни «Иссык-Куль». Позже у девушки были все шансы победить во всесоюзном телеконкурсе молодых исполнителей в Юрмале в том же 1989, но диск с ее фонограммой таинственно исчез прямо перед выходом на сцену. Запись украли или потеряли. И если бы не это, именно имя Наргиз, а не Сосо Павлиашвили, могло прогреметь на весь Советский Союз. Увы, жизнь Наргиз Бандишоевой оборвалась на самом взлете ее карьеры. Она погибла в автокатастрофе осенью 1991-го, не дожив несколько дней до своего 25-летия. Трагический уход увенчал Наргиз званием вечно молодой легенды Таджикистана. Артистку любят и помнят по сей день не только дома, но и далеко за пределами. 5 песен, оставленных ею, вошли в золотой музыкальный фонд таджикской эстрады. Далер Парвиз и Ситора Назаровы. Фамилия Назаровых известна в России и в Казахстане. Первооткрывателем талантливой плеяды музыкантов стал мэтр таджикской эстрады Далер Назаров. Он оказал большое влияние на музыку на родине, а также на персидско-таджикское фолк-направление в целом. Назаров удивительным образом создал синтез разных культур. В каждой песне, будь то пронзительная баллада или песня в рок-стиле, слышны звуки и ритмы даиры, рубоба и многих других национальных таджикских инструментов. Все композиции Далера Назарова давно ушли в народ и выучены наизусть. Артиста ценят и за рубежом. Так, в 2004 он был номинирован на премию Ника за лучшую музыку к российскому фильму Бахтиера Худойназарова «Шик». Далее Тахмина Ниязова. Выйти на музыкальное пространство СНГ на заре карьеры удалось Тахмине Ниязовой, внучке советского композитора и короля Шашмакома Баймухаммада Ниязова. У нее за плечами впечатляющие победы на международных конкурсах «Звезды нового века» в Баку и 5 звезд интервидения в Москве. Тахмина представляла Таджикистан на Славянском базаре в Витебске в 2011 и гастролировала с Днями культуры по разным странам. Сегодня певица живет и поет в Москве, и не исключено, что в ее жизни появился еще один шанс выступить на мировой площадке. Как вы относитесь к перечисленным звездам? Знаете ли вы их творчество? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Парвина Шукрулаева. Певицу Парвину Шукрулаеву долгое время называли настоящей звездочкой таджикской эстрады. В 1996 она была удостоена титула «Восточная Шахерезада» за участие в телепрограмме «Утренняя звезда» в качестве почетного гостя из Таджикистана. Эта победа из рук ведущего Юрия Николаева стала памятным моментом в истории таджикской музыки. Продюсеры сулили ей будущее новый Жасмин на российской сцене. В ее репертуаре были песни на таджикском, русском и английском языках. Парвина стала одной из первых артисток в стране, не боявшихся появиться на сцене в мини. В 2000-х годах девушка много гастролировала, пока не решилась сменить сцену на тихое семейное счастье. Диларом Курбанова. Это одна из немногих таджикских певиц, заслужившая похвалу Аллы Пугачевой. Девушка с короткой стрижкой в тюбетейке и шароварах так понравилась примадонне на Славянском базаре в 2001 в Витебске, что сидевшая в жюри Пугачева вручила ей денежную премию в размере $1000 за верность национальным традициям. Продолжить творчество исполнительница решила на родине. Сегодня Курбанова получила звание заслуженной артистки Таджикистана. Чоршанбе Алаватов. Еще одной громкой заявкой на музыкальном международном небосклоне последних лет стала победа самобытного таджикского певца Чоршанбе
Алаватова на шоу Central Asia Got Talent в 2019 году. Судьи с самого начала заметили, что у незрячего молодого человека очень красивый, мелизматический стиль. Это вполне понятно, ведь парень рос в музыкальной семье и с детства увлекался классическим народным пением, памирским фалаком и игрой на различных музыкальных инструментах. Но несмотря на народные направления, Чоршанбе прекрасно справляется с эстрадным и даже оперным вокалом. Первая громкая победа Алаватова на шоу талантов сделала его очень популярным не только дома, но и в соседних странах, а музыкальные критики пророчат ему большое будущее. А каких бы еще звезд вы хотели включить в этот список? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Конечно же, сейчас в Таджикистане есть молодые звезды, которые уже вышли на международный уровень. И мы обязательно их включим в такой же список. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком.